Этот фильм расскажет о печальной судьбе Назугем, героической дочери уйгурского народа. Нас победили в этот раз. Вероломный Джахангир Ходжа только с помощью ферганцев одолел нас. Как львы дрались ферганские и андижанские джигиты. Самих вас надо высечь. Недоноски. Надо снова готовиться к битве. 3 дня даю вам сроку. 3 дня. И бурей страшной, и внезапной налетим на Кашгар. По степи развеем прах. Мужчинам головы снесем. Насадим их на колья. Юсуф, прошу, Юсуф. Прошу тебя, не как госпожа, а как просто несчастная женщина. Седлай быстрее коня. Что случилось? Опять беда на родину мою, Кашгар идет. Возьми самого быстрого скакуна. Вот тебе талисман. Он проведет тебя по всем дорогам. Удачи тебе, Юсуф. Если не погибну, вашу просьбу обязательно выполню. Непременно. Поторопись, Джигит. Передай поклон родине моей. Скажи, что верная дочь грустит о ней и не забывает нее никогда. Стой! Стой, говорю! Слезай с коня. Не горячись и не спеши. Пайса есть у меня. Показать? Вот он, амулет. Смени коня. Да скакуна хорошего мне дай. Вот, уважаемый, в седло садитесь и доброго пути вам. Добро пожаловать, мой друг. Прошу. О, наши ферганские спасители! Вы поддержали нас и вдохновили. Да возблагодарит вас Аллах, и чтобы мечи ваши были остры, как у святого Алишера. Дай Бог. Спасибо вам, боевые соколы, посланники Ферганы. Мы ценим вашу преданность и верность. Наша Родина единая, Туран, прославилась героями, поднявших меч в защиту справедливости. Тмарис, Ширак, Джалалиддин, Темур-Малик. Они остались бы довольны. Пусть их память и дух поддерживают вас. Спасибо, красавица. Благодарю. Хвала вам, дорогие друзья и смелые джигиты из Ферганской долины.
Два льва одолели вместе одного дракона. Молодцы. Молодцы. Тут всадник не проезжал? Да, господин, проехал. Коня поменяли. Что сказал ты, мерзавец? Ведь он лазутчик. Вот тебе. Догнать и схватить его. Ну, пока. До свидания. Соратники. Пусть Аллах вас хранит и ваших воинов. Отныне прекрасный Кашгар только ваш и ничей больше. Войны! Вперед! Наш отряд первым войдет в город Кашгар. Брат, Ну, а зачем, сестра моя? в чем дело, брат? Твой муж Бахай в плену. О, Боже, что творится? Народ наш постигла беда. Проводив Замонбека, Джахангир Ходжа возвращался один без охраны и попал в засаду. А мы упустили, прозевали. Назугим, сестренка, и в наш кишлак ворвались. Так надо же дочку вызволить и мать. Спасти их. Конечно, конечно. Лошади уже готовы. Мы должны спасти дочку и мать. Поспеши. Да-да. Быстрее. Да, конечно. Мы опоздаем, коли не поспешим. Вон пленных ведут. Освободить их надо. Конечно. Вперед! Ну, твари. Получайте, подонки! Это же Назугим. Вот тебе. Вот. Войска Бека, Назгим! Остерегитесь! Назугим! Девочка моя! Не троньте ее! Назугим, кровиночка моя родимая! Замолчи! Эри!
Жестокость их неизмерима. Та страшная пора, когда горят в огне под крик и слезы твоя родная мать, твоя родная дочь, отец и брат родной. Когда разбиваются семьи, как и твоя, Назги. Yorga yetar kun barmu yaranlar. Ya Allah dost ya Allah, hak dost ya Allah. Ya Allah dost ya Allah, hak dost ya Allah. Söylesene. Скажи, красавица, Не Русин. кто ты? Hazret О Navayi. тебе мечтал Наваи, Babur Mirza. пел для тебя Бабур. Şah Maşraf. Ты заставила плакать Машраба. Русин. О, seni deb Бекзат. А несравненный Бекзат живописал Seni сады, deb Шахджахан. а Шах-Джахан построил в твою честь Тадж-Махал. Ve nihayet seni deb И, наконец, покинул неженатым этот мир Машраб. Bu alemden tak uçtu. Yok yok. Нет, нет, Maşraf. он жив, он не повешен. Утrik. Bu men. Это я Машраб. Men Maşraf. Это я Машраб. Ya Allah dost ya Allah. Hak dost ya Allah. Ya Allah dost ya Allah. Сестренка, этот дервиш слишком возносит твою красоту. На нас обращать внимание опасно это. Нет, нет, пусть говорит, не мешайте ему. Hak dost ya Allah. Ya Allah dost ya Allah. Hak. Ey pari. Послушай, красавица, Sen karvan. найди караванную дорогу и беги. Sen kaç. Нельзя тебе здесь оставаться. Пропадешь, Sanam. Bu husnun malakat. всю жизнь отдам тебе. И с песней уйду на тот свет. Отныне я, Машраб, плененный красотой твоей, страдать буду, плакать и петь. Я изумлен безмерно. Вдруг твоя краса открылась мне. Струила дивный свет вокруг чело, подобное луне. Все сердце мне и душу сжег огонь сияния твоего. И я, Машраб, летел, как мотылек, себя сжигая в том огне. Дарвиш! Нет, нет, звери, дикари. Не ждал такой я смерти. Подлое зверье. Не трогайте его. Пусть воронье сожрет. А эту красавицу отведите в шатер. U bizni bekka atalgan neslaringdan chiqardilaringmi? Ablahlar, hop kirlaring. Назыгим. Назыгим. Брат, Послушай, сестренка. Ты должна бежать. и бросить вас? За меня не волнуйся, не волнуйся. Самое время сейчас. Нет, Последний раз прошу, сестренка. Ради меня. но... Брат, Прошу тебя, беги скорее. Ради нас должна ты жить, понимаешь? Там на холме уже кони ждут. Девушка убежала. Поймать и задержать ее! Наверное, это Назгем. Посмотрите в шатре!
На помощь! Ах, негодяй. Сестре помог сбежать. На, получай. Далеко ей не уйти. Вон она. А ну, чиги ты за мной! Не видать ее. Верный друг мой. Уходи. Уходи. Умница ты мой. Спасибо тебе. Иди, иди. Вкусная вода. Ой, какая она холодная. Похоже на родниковую. Город-то рядом. Видишь, тает лед. Поэтому-то она чистая и прозрачная. По коням. Вон следи. Значит, она проезжала здесь. Следи, коня ведут туда. Вперед!
Идите сюда. По одному разойтись и осмотреть все. Под деревьями тоже. Осмотрите каждое дерево. Камыша хана. Но нам трудно отыскать ее. Слезайте с коней. Ищите. Поджигайте! Поджигайте! С краю начинайте! Подпалите с 4 сторон! Она же сгорит. Это же подарок Беку. Стой! Остановитесь! Боже, что я наделал? Что я Беку скажу? Что я Беку скажу? Что я Беку скажу? Что отвечу? Что я отвечу, а? Что я Беку скажу? А? Порвал. Нет. Нет. Вы слышали? Бек одел Назыгим в кашгарские наряды. Да, наш Бек, как маньчжурский хан, обожает уйгурских женщин.
Назики. Моя госпожа, спасите. Звездочка моя. Была бы воля моя, обрела бы я крылья и полетела бы с тобой в Кашгар. Но, увы, родная моя, я такая же пленница, как и ты. Звезда моя закатилась. Я мертва, как увядший цветок. Наш бег приказал, в эту брачную ночь ничто не должно беспокоить его. Да, да, слушаюсь. Я и коней своих отвел подальше. Хорошо. Говорят, кашгарская красавица бесподобна, а? Красавица Перри, иначе не скажешь. Ишь ты, губа не дура. Ну, пошли. Иди ко мне, иди. Родная моя. Солнышко мое. Дорогая моя, красавица, ну почему ты смотришь свысока? Не обижай свою судьбу. Ну идем же. Ты будешь самой знатной женщиной дворца. К твоим ногам я брошу все богатства. Ну что тебе еще нужно? Что? Мне нужны живыми муж и дочка, и свободная родина. Забудь о муже. Его давно уж вороны склевали. Да? Знай только меня, твоего властелина. Поняла? Нет! Не может быть! Они живы! Живы! Теперь не думай о своем Кашгаре. С землей сравняем мы его. И на равнине этой шатры свои поставим. Ты поняла меня? Нет! Будет родина моя свободной! Будет! Пусти!
вперед! Ты умеешь всегда отхватить самый вкусный кусок. Да. Смотрите, на нас нападают. Негодяи, слабаки. Какие же вы ничтожества. Под носом беглецы прошли, и вы не заметили. Вам голову всем надо отрубить, твари. Какие вы бестолковые. Они убили 10 моих нукеров и забрали коней. Ищейка, иди сюда. Оказывается, бежавший из плена Баки — это муж Нозыгем. Как поймаю его, кожу сдеру и шкуру соломой набью. О, Рок, я волею твоей с моей прекрасной разлучен. Я с цветником, как соловей хмельной и страстный разлучен. Как быть? Я вконец истерзан, гибну, я разлучен. Я с той, которой краше нет, судьбою властной разлучен. Сейчас я тебя поймаю. Нет. Не поймаете? Любимая. Я все равно найду Нозгим. Хоть под землей, хоть в небесах. Но отыщу ее. Отыщу. Найдем, Мокли. Непременно найдем. Теперь надо искать и Нозгим, и ее мужа Бокли. Разделимся. Пойдем двумя отрядами. И смотрите в оба. Вперед! Давай поспешим. Нам нужно поскорее миновать равнину. Поехали. Стойте. Вон пыль поднялась. Едем туда.
А что это там? Ну-ка, посмотри. Слушаюсь, господин. Это пустой кумган. А ну-ка дай. Кто пойдет через пески, с ним будет то же самое. Ишь хитрая, обошла бархана. Мы тоже обойдем пески. Вперед, ребята! Ашур, как ты думаешь, добрались наши друзья домой? По-моему, добрались. Дай Бог, живыми и здоровыми. Маргеланский Урманбек и Ферганский Муратбек – надежные друзья и смелые бойцы. А ты, Ашур, возвращайся домой.
Мой дом Хорезу, а это очень далеко, друг мой. Как встречу хивинский караван, пойду с ним. А пока буду с тобой. Я в пустыне безумных мук все сильней и сильней кружусь. Вихрь и пламя вокруг, я в кружении огня кружусь. Жарким стоном моим опален, обгорает весь небосклон. Я, рыдая, сквозь жгучий стон, вот уж много дней кружусь. А ну, ищейка, что чуешь? Запахло дымом, господин. Ты попал в небо пальцем. Впервые в жизни угадал. Сказать, откуда потянуло дымом? Вон оттуда. Вперед! Стойте. Вон ее костер. Видите? Ищите. Она здесь. Быстрее. Вот ее костер. Заходи оттуда. А я с этой стороны.
Везде обыскал. Нет ее нигде. Она, видимо, спряталась в кустах. Вперед! Заблудилась я в дороге, все потеряла я. Никто родных мне не заменит, их потеряла я. Судьбу кошмарную мир этот мне готовит, надежду отыскать семью свою уж потеряла я.
это, Нозгим, бедняжка. Не бойся, дочка. Не бойся меня. Здравствуйте. Здравствуй. Ты кто, дочка? Беглянка я. Несчастная. Я из кишлака Каттегетуман. У нас казахи живут и уйгуры. Но ханские ищейки по всем селянам скачут, тебя поймать хотят. Эти звери сюда добрались? Да. Дочка, ты спрячься здесь. Я Тара загоню на стойбище. Потом поесть принесу, хорошо? Спрячься пока. Благо ты дома. Пойди сюда. Иди. Садись, поговорить надо. Вы так взволнованы, золото нашли. Золото, говоришь? Это прекраснее алмаза. Увидишь, скажешь перья. Да нет, не перья. Ангел скажешь. Бродили в одиночестве по горам, и привиделись вам чудища всякие, красавицы разные. Конечно, это она. Кто? Нозгим. Прячется она в пещере над рекой. Нозгим? Боже мой! Если увидят ее ищейки, что ее ожидает, бедняжку? А они рыскают везде. Ой, несчастная. Встань, встань, вынеси одежду Азамата. Зачем она вам? Переоденем в мужчину. Кого? Нозгим. А, да, конечно. Совсем не подумала. Сейчас. Пришли. Эх, жена. Вы быстро вернулись. Случилось что? Мне показалось, что следят за мной. Вот и я вернулся. Бедная Нозгим. Голодный останется. Стемнеет. Опять пойду. Конечно. Сходите.
Ближе к пещере жгите. Гоните внутрь дым. Мы ее выкурим, обязательно выкурим. Ближе к пещере жгите, ребята! Люди, что вы делаете? Это же моя дочь. Остановитесь, остановитесь. О, горе мое. Она же искала Игнатия. Что вы делаете? Это же моя дочь. Остановитесь. Лживый старик. Получай свое. Не трогайте старика! Не трогайте! Прочь! Отец! Отец! Откройте глаза, отец! Простите меня! Простите! Откройте глаза, отец! Простите! Получи. Убийцы. Что он сделал вам? Кровопийцы. Грабители. Пусть Бог вас накажет. Взять ее. Не тронь, я сама. На, держи. Ваша светлость. Нозгом поймана. Жду вашего приказа. Этой ведьме отрубить принародно голову. Приказ ваш будет выполнен. Вот, сынок, попей родниковой водички. Спасибо, матушка. Дай Бог вам здоровья. Тебе тоже, сынок, спасибо. Вы помогли одинокой женщине. Это дерево еще мой старик посадил, когда из Кульджи приехал. Смотрите, дерево тоже постарело, только на дрова пойдет. И все-таки это память о старике. Спасибо, сынки. Всего доброго вам. Не обижайтесь, матушка. Но мне наготовили дров. До весны хватит. Благодарю вас. Живите долго, сынки. Чтоб домой добрались благополучно. Только будьте осторожны. Сегодня отрубят голову этой несчастной женщине. Кому? Кому же еще? Женщине, которую поймали. Назыгим. Назыгим? Да, сынок. Где матушка? На большом холме возле реки. Нет! Что случилось? Мать, ведь Нозгом его жена. А, что ты? Куда? Стой! Подожди. Постой, сынок. Не губи себя, вернись. Вернись, говорю, сынок. Встаньте, мать. Поднимитесь. Он же прямо к смерти бежит. Верните его. Боки! Стой, Боки, стой!
Твое последнее желание. Хочу Аллаху помолиться. Молись. Вот, получай. Голову руби. Спасите! Помогите, горю! Нас нет, но живы мы. Мы улетели ввысь, однако не сдались. Хотя и натерпеться перед смертью довелось. В главной роли Сумбат Ганиярова. На русский язык озвучивали актеры Рима Ахмедова, Ойбарчин Бакирова, Авзал Рафиков, Ходжекбар Нурматов. Авторы сценария Аброр Касымов и Тамила Касымова. Режиссер-постановщик Аброр Касымов. Оператор-постановщик Акмаль Умарбеков. Художник Сидоренко. Монтажер Усман Хаджаева. Звукорежиссер Вильям Рахманов. Научный консультант Халил Хамраев. Редактор Виталий Миразимов. Директор картины Радж Макзумов. Спонсоры фильма. Лимонари под руководством Зайнуддина Фахруддинова. Шахрисябский торговый дом, директор Хушмурат Умиров. Ташкентский инструментальный завод, директор Мийор Галяудинов. Колхоз имени Калинина Панфиловского района Казахстана, председатель правления Азат Машуров.